В Абхазии работает комиссия по контролю за предоставлением земельных участков. В ее функцию входит проверка соблюдений главами местных органов распоряжения о выделении участков за период с января 2020 по декабрь 2023 года. Более подробно о работе комиссии и задачах, которые перед ней стоят, будем говорить с главой комиссии, начальником госуправления по землепользованию и кадастру Адамаром Махуба. Адамар Миронович, мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, я тоже рад вас видеть. Адамар Миронович, вы начали работу, комиссия уже проводит проверки по районам. Начнем, наверное, с того, вообще, с чем связана необходимость создания такой комиссии по контролю за предоставлением земельных участков. По поручению президента создана комиссия, распоряжение Кабинета министров, и председателем комиссии являюсь я. В эту комиссию входят с экологией, с архитектурой и местные органы самоуправления. Это межведомственная комиссия. А временные рамки, которые обозначены, январь 2020 года и декабрь 2023 года, вот за этот период проверяются земли, которые были выделены. Эти земли, которые выделены через Кабинет министров. Это что означает? Это что 200-метровая зона, прибрежная полоса. Когда выделяется земельный участок, это распоряжение готовят местные органы самоуправления, потом присылают, чтобы дали добро в Кабинет министров. Естественно, через Кабмин, которые прошли, выделены земельные участки через Кабмин, сейчас с 20 по 23 год, сейчас мы все проверяем. Почему это с 20 по 23 год? Потому что уже сроки, когда распоряжение выходит Кабинета министров, им дается полгода на согласование проекта, и через 2 года, чтобы объект уже ввести в эксплуатацию. Естественно, уже 2,5 года проходит. Естественно, если нарушение или нет, и мы из-за этого связаны с 20 по 23 год, включительно сейчас. И так, мы тоже, госуправление тоже, всегда мы проверяем, смотрим. Но сейчас создана большая комиссия, которой совместно мы работаем. Что показывают проверки? Вы уже начали в районах, да. Активно идет работа? Активно идет работа на местные органы. В эту комиссию входят и местные органы в лице землестроителя, архитектора. И они нам всю помощь оказывают, и все идет хорошо, без проблем. Очень много объектов мы уже прошлись. У нас до 22 сентября время, мы должны сделать отчет о проделанной работе и что мы увидели. Готовясь к интервью, мы с вами предварительно общались, вы сказали, что наша задача не просто какие-то карательные инструменты включать, а как-то стимулировать людей использовать этот потенциал. Здесь никаких карательных нет, естественно, но люди сейчас последние годы больше начали оформлять земельные участки по строительству гостиниц, санаторно-курортных объектов, кафе И я считаю, это хорошо, чем больше людей будут это вовлечены, и они будут строиться, естественно, рабочие места, налоги, это для бюджета Абхазии, считаю, что это хорошо. Но мы чуть-чуть подталкиваем, чтобы этот процесс быстрее шло, и законность, все это мы проверяем. Здесь никаких карательных, слава богу, таких у нас не стоит задач карать кого-то или что-то. Мы хотим упорядочить по закону, как положено. Если где-то что-то не так, подсказать им, как правильно. Какая ситуация в целом, если посмотреть? То есть выделены территории где-то, допустим, под определенные цели, выделяется земля? Да, вид пользования, естественно, да. Там же в распоряжении указывается вид пользования. Под чего, мы это все проверяем. А цифры, которые свидетельствовали бы о том, что сейчас процесс, который начат, он дает эффект. Есть ли какие-то данные, что начали платить налоги для понимания слушателей? Если раньше в год, грубо скажем, 50, 40-50, грубо, в течение года по Абхазии оформлялось, сейчас последние годы уже почти до 200 доходит в год. Бумаги, через нас, которые проходят. 200 миллионов? Нет, это объект, 200 объектов, фирмы или ИП, фирмы, которые, получают земельные участки. То есть на налоговый учет встают? Они сразу, когда распоряжение
выходит, естественно, сразу же отправляется в налоговую. Они уже должны платить, как бы. А когда они получают госакт, они уже начинают платить налоги. Но это точнее с налоговой службы, у них надо более точно, они вам скажут, как бы с налогами мы не связаны, мы чуть другая организация. Другая специфика, да. Но вы занимаетесь... Ну, естественно, налоги повысятся, конечно, если там просто земли были, сейчас начали оформлять под гостиницу, скажем, если в Гаграх фактически за 1 гектар, по-моему, около 400 тысяч налоги идут. Это немало, это нормально. От назначения объекта зависит, какая налоговая? Да, санаторно-курортные объекты, там поменьше, там кафе, ну там есть своя шкала, и это как бы налоговые считают, они сколько плата за землю. Но вы начали с Западной Абхазии? Нет, мы начали с Цандрыпши. Ну да, с Цандрыпши на запад. Самой западной. Как вы мне рукой показали в сторону Ствокаи. Ну, с запада, да, с Цандрыпши мы начали. Сейчас вот в Гагарском районе идет работа. По городу Сухум тоже уже прошлись, но я думаю, что мы справимся до 22 сентября. Мы все... Да, кстати, 22 сентября межведомственная комиссия, которую вы возглавляете, должна представить в Кабмин отчет. Да, о проделанной работе, всю информацию, да. Ну, я надеюсь, что мы все успеем. То, что вы уже проверили, если выделить, где больше всего трудностей, нарушений, понятно, карательные меры не используются. Ну, нарушения какого рода, да, ну, к сожалению, где-то половина уже построены, остановились, средств не хватает, где-то что-то, ну, мы это все пишем, фотографируем, прикладываем, все актируем, это все будем, мы, как бы, документы мы все подготовим. Ну, есть форс-мажорные обстоятельства. Если нужно продлить сроки, естественно, если они обратятся в Кабмин, там, если... Есть объективные причины, конечно, мы им всем поможем. Как работа, которой вы сейчас занимаетесь, поможет в оформлении, да, кадастра, в создании кадастра, в пополнении базы? То, что сейчас мы проверяем, вообще любое выделение земельного участка, там будет, когда как кадастр начнет работать, естественно, все координаты туда будут в кадастр, ну, внесены, и сроки. Это уже как бы в кадастр будет все вноситься. Это уже как кадастр в Абхазии начнет работать. Эта информация тоже для кадастра. Полезно. Будет, да, конечно, полезно. И полезно будет. Но мы сейчас проверяем только, которые прошли через Кабинет министров. А также есть выделение земельных участков. Сами местные органы самоуправления не сами выделяют земельные участки. Естественно, все будет вводиться в кадастр. Будут они все координированы. Сейчас, к сожалению, до тех пор, уже начали... где нет топографических съемок, где границы не координированы. Потом появляются спорные вопросы, кому-то кто-то залез, накладки. Это надо упорядочить, конечно, обязательно нужно границы отбивать сразу, когда при выделении, чтобы уже, когда координаты отбиты, уже не сдвинешь. Там любое время прийти, встать и посмотреть границы и определить, это уже не проблема. Как бы. Ну, слушайте... Уже накладок не будет, более, в этом и государство, и владельцы заинтересованы в будущем. Да, я думаю, все купли-продажи какого-то объекта. Земля у нас не продается. Но это имущество, объекты, да, к нему-то земля привязана, которые границы, конечно, все объекты продаются, к нему прилегающая территория, которые координированы, которые хоть, за ним закреплено, оно же отойдет. У нас земля государственная, но здания, они как бы в собственность. И могут продаваться и передаваться. Обязательно, чтобы не было накладок, чтобы друг на друга не наслаивалось границы. Это нужно координировать, делать, упорядочить. Уже 30 лет прошло, уже надо к порядку потихонечку уже все-таки приводить все. Адам Рамиронович, вот нас слушают люди и могут подумать, почему только земли, которые Кабмин выделяет. Вы сами сказали, что есть земли, которые выделяют и местные органы власти. Мы каждый по поручению премьера, у нас вот каждый квартал к нам отчет из каждого района о выделенных земель поступает. И мы, естественно, этот отчет мы представляем премьер-министру.
Ну, с этого года уже, сейчас уже второй квартал заканчивается, естественно, мы сейчас, ребята собирают все данные с каждого района, выделенных земельных участков, и это тоже информация поступает в кабинет министра. Ну, это межведомственно, это то, что касаемо, которое прошло через Кабмин. Но мы же тоже работаем, мы же тоже проверяем, мы тоже получаем информацию госуправления. Но через Кабмин, как правило, проходят земли ценные, особо ценные. Через Кабмин проходит в основном это 200-метровая зона, где прибрежная полоса. И, естественно, через Кабмин, если категория земля меняется, категория это Кабмин, парламент, это прерогатива парламента. Кабмин дает добро, а потом парламент рассматривает, потом возвращается опять к нам, в Кабмин, уже, это же все с ходатайства районов, администрации, глава администрации не ходатайствует о переводе категорий. Эти все переводы категорий с одной на другую тоже поступают в Кабмин и в парламент. Будут ли другие, допустим, комиссии создаваться, расширяться, может быть, какие-то другие временные рамки, будете ли брать? Что дальше? Вот завершится работа, 22 сентября вы представите отчет о проделанной работе, а дальше... Дальше распределением земель фактически занимаются местные органы самоуправления, это главы администрации. Естественно, мы будем какие-то меры принимать, что мы где... Фактически, если 2,5 года человек ничего не делает, просто земля лежит и ничего не делает, фактически уже распоряжение не имеет силы. Это уже не его земля, не его пользование. Оно автоматически уже фактически это его уже не земля, а государственная получается. Но ранее вы сказали, что если объективные причины, есть возможность конечно, если продления естественно, договора. Здесь карательных именно отнять, такого нет. Естественно, людям, где надо помочь, надо помочь. Всякое в жизни бывает, что-то случилось, заболел, не знаю, и мы же понимаем, что в основном люди все ждут спонсоры, может что-то случилось. Дай бог, чтобы каждому абхазцу по гостинице в Абхазии было, я думаю, что это хорошо было бы на каждого, по одной хоть. Еще спрос на эти предложения должен быть, тоже надо учитывать. Найдет. Может, кто-то с другими видами, бизнеса займется, используя эти территории. Это прибрежные земли в основном для чего? Для туризма. И, парковая зона, туризм развивать. Это самое ценное, то, что у нас есть прибрежное. За это оно через Кабмин проходит. Адам Армиронович, а вот другие, допустим, временные рамки, я имела в виду, в 2019 году, в 2018 году земли выделены. Наверняка есть территории, которые были выделены ранее. Вот какова их судьба? Видите ли вы историю, да? Конечно, видим историю. Проверка более длительная наверняка. Вот будете ли вы проверять более ранний период? Конечно, будем. И проверяли, и будем. Есть, которые мы письма разослали, чтобы дальше что-то продолжили, и работали дальше, естественно. То есть контроль ведется? Контроль ведется, более ранний но период. сейчас есть, которые фактически построены, но уже не хватает. Средств не хватает? Средств не хватает его довести до конца. Там даже уже, по-моему, по закону уже, если человек фундамент построил, уже за ним, по-моему, как имущество, я точно не знаю, но уже как имущество у него идет и через суд там что-то оформляет. Это уже прерогатива налоговых органов, в первую очередь. Не совсем оно как имущество идет. Это закон, я, честно говоря, не совсем в курсе с имуществом. У нас земля это... главное, ваша задача это понять, что вот землю выделили, что чтобы они договора деятельность заключили с администрациями, чтобы с нами архитектура, потому чтобы никогда стройка начинается, чтобы они согласовывали рабочие проекты с архитектурой. Мы это все проверяем. Да, чтобы был проект строительства или архитектура согласован, чтобы договор с администрациями был заключен. Есть уже объекты, которые построены, они просто физически, а мы не знали, что надо было договора заключать с администрацией. Есть такие тоже попадаются. А много таких в процентном соотношении? Сейчас я не могу точно сказать, но такие тоже есть.
Будем следить за вашей работой. Обязательно будет интересно знакомиться и с отчетом, с конечными цифрами. Ну, с конечной цифрой, естественно, мы доложим. Премьер-министру распоряжение выполним. И уже по итогам будем рады с вами пообщаться. Адам Рамиронович, благодарю вас, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Спасибо вам тоже за приглашение. А нашим слушателям напомню, на студии был начальник госуправления по землепользованию кадастру Адамар Ахуба. Мы говорили о работе комиссии по контролю за предоставлением земельных участков, которую возглавляет Адамар Ахуб.